трамплин. Ручей веселый. Ну, смотрите, вот дорожники-то, вот это место-то нужно положить асфальт-то, чтобы не было вот этого приступка. Я говорю, у них тут с асфальтом-то беда, проблема. Представляете, я вот так с таким-то ножом-то влетаю на этот мост, нагрузка-то какая на него. Как бы я не ехал, все равно трамплин. Вот они, указатели стоят. Почему никто не звонит? Вот же для них сделано. Пожалуйста, звоните, жалуйтесь, говорите, что здесь такое. Блин, это уже второй указатель я вижу. Почему никто не звонит-то? Вот кому интересно, позвоните, спросите, почему у них дорога-то такая, если кому интересно, что они вам ответят. Вот одна еще из тяжелейших трасс получается. Смотрите, знаки-то 26 километров дороги хреновой. Видите, как прекрасно машина-то проехала. Видите, как они дороги-то ремонтируют. Взяли, приехали, щебнем. Прямо на асфальт, там щебни навалили нормально. Смотрите-ка, это вообще ужас. Это вот 26 километров, походу, таких участков будет. Хрен знает сколько. Нет бы вот в горку-то ехать нам разогнаться. Тут солярка-то стоит по 80 рублей. У меня уже расход чуть не к полтиннику подходит. Я тут 20 тонн везу. Обычно с горки ты разгоняешься, в горку въезжаешь, нормально. Тут нет, тут внизу горы надо останавливаться чуть не до полной остановки, чтобы кочки проехать. А потом опять тут в гору кое-как взобраться. Обочины все завалили, вот это все надо убирать, вот это все надо стричь. Чтобы не было никаких тут зеленых насаждений. Нету, я говорю, людей вообще нету, только что дорогами должен заниматься. Все заросло. Ни дорогу не делают, ни вокруг дороги не убирают, ничего. Вообще пофигу всем. Ну, смотрите-ка. Одни волны начались. Непонятно, что они там делают. Это, наверное, этот идет там, как его называется, поток-то этот. Северный, южный, как они тут называются. Вот это один из них. Трубы закопали там. И качают. Тут вся эта ветка идет там далеко уже, я вижу, она идет. Рядом-то вот так вычищена. Вот там они следят, видите, там ни деревца нету, где трубы-то идут. Там вот это им нужно, а это им не надо. Там-то для них, а здесь для людей. Вот смотрите опять. Я говорю, вся дорога такая, может даже вот уже не снимать. Одно и то же, видите? Опять нету асфальта, опять щебенка какая-то с камнями он наложена. Как брусчатка у них здесь. Там они сетками все сделали, посмотрите эти сетки. Их подрывало нахрен все водой-то. Толку-то от ваших сеток. Вода-то сильнее. Я говорю, нет, тем занимаются. Вон все сетки, все валяется, все размыто. Там ехали вначале-то все, вот они тут новые все сделали. Все подрывало. Ну, прям на спуске, смотрите. Я говорю, тут ехать только колодки сжечь и машину убить. Вот зачем сюда приехать. Груз привезти, я больше не поеду. Вот оно, первый и последний рейс у меня тут вот Якутск. Больше не поеду сюда. На Хабаровск, может, скатаюсь, посмотрю еще, что там, где не было. А вот сюда больше не поеду. Сами пускай якуты-то здесь возят себе грузат вот по таким дорогам, если им нравится скакать. Я нет, мне не нравится вот это. -1 водитель у вас теперь здесь. Я больше не приеду. Еще одна такая шлепанина. С горы ты спускаешься. Куда ты там? Все, вот 10 метров и все. И там вон бетонные блоки стоят. Насыпь-то куда? Разве она спасет? Ни заборов, ничего там уже не надо. Все нормально. Гору тут насыпали, она есть. Вот еще одна там. Я говорю, вообще сумасшедшие. Вот они сами-то бы их разогнать, дать им вот такую машину. Разогнать их
хотя бы до 80. Пускай вот он при 80 с 20 тонн вот попробует туда повернуть, чтобы остановиться. Я говорю, они в Европе-то не видели, что ли, как делают? Ну, по прямой же должно быть-то. Прямо. Ну, не как. Вот же, надо было вот здесь делать дорогу-то, вот тут вот. А не с этого поворота, поворот туда. Представляете, мне тут остановиться я не могу, а тут поворот с таким-то скоростью я туда залетаю, представляете? А там яма на повороте, прям сразу как подбросит, и все, и там он встретит тебя блоки бетонные, и там овраг. Вообще, блин, сумасшедшие какие-то. Вон, видите? Все, вот он. Видите как? И все. И туда полетишь, вон, если ты не становишься, не успеешь, блоки собьешь, и вот полетишь прям туда, вон, вниз. В тайгу. Да, короче, беда. Тут все знаки, короче. Вот эта трасса Лена-Якутск. Скорость 50 километров по всей трассе. 50-70, 50-70. Дорога вся убитая. Вот опять асфальта нет, опять щебень. Вот это федеральная дорога. Вот этого я не ожидал, конечно, от такого. Видите, опять раз асфальта нету, опять щебень. Вот только на Нивах тут и гонять. Охренеть надо, вот этого я нигде еще не видел. Я говорю, в Москве вот завалите им где-нибудь в Подмосковье-то щебнем-то, что они вам скажут? Москвичи-то и подмосковные-то люди, которые там будут ездить. Я думаю, они там вам устроят. А здесь какие-то терпеливые. Тем более телефоны висят. Позвонить, узнать. Мне кажется, вот там то, что телефон написано, они... Мне кажется, и трубки-то не возьмут никто там. Звони, не звони. Это так, от балды. Смотрите-ка дорога-то. Тут, блин, всю дорогу надо делать. Что там звонить? Тут ни одно, ни два места. Тут вся дорога вот в этой хренотени. Вся. Ехать невозможно. Всю дорогу 40 километров, 50. Вот еду уже. Сколько времени? Тут больше не разгонишься. Мне сейчас груз-то, блин, весь оторвется там. Вот они попались. Видите, как они дороги-то делают? Вот они снимают асфальт экскаватором. У всех фрезы, а у них экскаваторы. Видите как? И сейчас щебнем приедут, засыплют вот здесь. Видите, они как ремонтируют дороги-то? У вас дороги-то будут нормальные. Что же вы, блядь, все как по старинке-то, с лопатой, с метлой. Фреза есть. У вас нет, что ли? А что не делаете-то? Федеральная дорога щебнем завалена. Это с ума сойти. У вас самих-то нормально в голове-то? У начальников-то ёбните им по башке, блядь. Улыбается, стоит. Смотрите, как они что там наделали. Вот они, видите как? Вот они сейчас щебнем завалит это место, да брось. Есть, говорит, у нас фреза-то. Ты слова такого не слышал. Есть у тебя фреза, если бы она у тебя была, так ты бы здесь резал ей. А не экскаватором вот это делал. Чешет мне тут в уши. Я говорю, блядь, насколько все привыкли врать. Ну ты скажи правду, что нет у нас ни хрена. Вот кроме лопаты и вот этого экскаватора на всю эту дорогу. Надо наврать. Есть у нас, да. Есть, конечно, у вас. У вас все тут, я гляжу, есть. Да не про нашу честь. Вот опять еще один такой. Пожалуйста, звоните. Опять обратная связь. Я говорю, они как прикалываются. Тут на каждом углу даже видно, куда позвонить можно. Не знаю, почему люди-то звонят, не звонят. Скоро дойдет до того, что на лошадях опять будете здесь возить грузаты свои. Вот, видите, опять раз, мост, и после моста смотрите чего. Щебенка. Вот опять видите, опять отмывание денег. Вот они, новую, видите, как сделали. Я вот понял, что воду вы не сможете в воде указать, куда ей течь, по какому
руслу. Она сама себе дорогу найдет. То, что вы здесь делаете, это все смысла нет. Это все просто деньги в никуда. Сейчас первые же нормальные дожди, с гор пойдет вода, и все ваши вот эти сетки будут вон там внизу в реке уже где-нибудь уйдут. Вон сколько показательных мест таких было уже. Ну, они эти сидят и плетут. Камушки укладывают. Надо не один раз в год вот этим они тут занимаются. После зимы опять надо. Одни недоделки. Вот даже все ливневки, все провалилось. Оно же новое. Все сделано и все работало. Все провалилось. Видите, вот эти все кубики. Они лежали, они их вытащили, потому что их вымыло всех. Заново делаем. И вот каждый год не по разу они тут приезжают, ковыряются. Одно и то же, по 10 раз. И видите, народу сколько делает. 2 человека, экскаваторщик и вот человек какой-то. Все, больше нет никого. И вот так едешь, 1-2 человека сидят. Вот есть и места-то хорошие. Вот смотрите, какой нормальный асфальт. Вот такой он должен быть хотя бы до Якутска-то веять. Умеют же делать. Вот умеют, есть места-то. Смотрите, красота какая. Катись не хочу. Вот только этих участков-то вот только разгонишься и буквально пару километров и кончится он. Вот опять дорога кончилась. Вот смотрите, какая здесь дорога началась. Там я в своей этой полосе-то ехать-то не могу. Посмотрите, под правое-то колесо какие там каналы у меня. Я сейчас поддон-то пробью себе на машине-то, хоть как бы он высоко у меня не был. Вся дорога в знаках. Вся дорога ремонт. Кочки. Дорога беда. Связи нету вообще никакой. Короче, вообще богом забытый край. Вот они, видите, раз трамплин. Вот этого я и боюсь. Чтобы залетать на этот мост, и вот во время этого прыжка, не дай бог, этот пролет тут лопнет у меня. Опасно тут ездить. Как, блядь, как на войне находишься на какой-то. Там того, гляди, пристрелит, тут того, гляди, тебя дорогу убьет. Какой-то мост, он шлепнется, и все, до свидания. Упадешь тут, блядь, с моста-то вместе с этим мостом. Река Рагочи. Никто не делает вообще. Ну, местным вообще похрен. Вон, глядите, с мостами-то что случится. Смотрите, с мостом-то чего. Видите? Это вот такие мосты, вот, а. Вот что значит. Вот эти приступки-то. Все, мост бросили. Вот это нормально. Вот это видео. Вот это мост. Все, видите, мост. Его закрыли, здесь объезд, он нахер никому не нужен. Теперь вот здесь будем скакать все. Нормально. Это уже 4-й мост, я вижу, такой по всей дороге. На обратном пути я вам покажу. В Бурятии 2 моста вот таких же сломанных стоит. Просто брошенных. И здесь, оказывается, такой есть. Вот эти трамплины к чему приводят. Вот что с мостами случается. Я говорю, сейчас опасно здесь вообще. По мосту ты едешь и думаешь, блин, не сломался бы вот так-то он на мне. Вот они, смотрите, эти дорожные-то управления, вот кто дороги-то делать должен. Посмотрите, сколько их народу там. Вот сколько там техники стоит, все у них. Тут и заводы бетонные, дробилки стоят, и асфальтные, все тут есть у них. У них есть все, кроме дорог. Вон сколько стоит там техники-то у них, эти вагончики, вахтовики живут. Видите, все у них там есть, и самосвалы, и все. У них даже у себя, а здесь вон щебенка на дороге лежит, вот они напротив. И вот смотрите, это мы к Тынде подъезжаем, вот сейчас Тында будет город. Смотрите-ка, это вот дорожное управление напротив, вот этого
вот этого беспредела. Мусор тоже валяется, вот едут несанкционированно, всыпается прямо самосвалами бытовой. Машины все здесь вон моют по старинке, на речках прямо стоят с ведрами. Машины моют. Я говорю, они сами, вот сами же, блин, засирают свой край вот этим всем. Я говорю, тут беречь, жить надо, и беречь свой край, и радоваться, что вы здесь живете. Это так вот. Не ценит никто, что у них его есть. Вон, смотрите, видите, как местный-то. Раз обогнал, тут сплошные встречки идет. Ему вообще похрену. Едешь, какие-то заброшенные вагончики везде валяются железные. Вот написано специально для этого дурака, не пересекай черту. Он, наверное, читать не умеет. У него и руль-то не там, где надо.